Вы смотрите новости Татарстана, в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И по традиции мы начнем с самых значимых событий в истории столетней ТССР. Итак, в 1923 году в этот день в Центральном комитете Всероссийской коммунистической партии на совещании с ответственными работниками национальных республик был поднят вопрос об антипартийной деятельности Мирсиада Султангалиева. Тогда он был членом Наркомнатса, а в 1920-м участвовал в создании ТССР. По итогу Султангалиева исключили из партии и арестовали. В 1996 году, 9 июня, в Казани на площади Свободы открылся государственный большой концертный зал республики. На это событие специально из Москвы вместе с супругой прилетел Борис Ельцин. Это событие прошлого, но мы возвращаемся в день сегодняшний. Юбилей 2.0. Первое место, откуда мне неохота уезжать, охота здесь остаться. 5 лет исполнилось самому молодому городу страны. Чем живет Иннополис сегодня и какое оно будущее, увидел Рамиль Шайдолин. Минимум контактов с официантами и максимум 2 человека за столом. Пусть приходит к нам в перчатках и в масках, сидя за стол, он может снять эти средства защиты. Что можно и чего нельзя будет делать гостям открытых веранд и террас в Татарстане, знает Сергей Хайдаров. Нет интернета, будет интернет. Иногда приходится несколько раз подключаться, а иногда быстро подключается. Как беспрецедентная программа обеспечит 100 мегабитов интернета все сельские школы республики, увидела Филюза Хамидуллина. Образование будущего. То есть это могут, например, место преступления для юристов. То есть они одевают, и они попадают в это место преступления. Как современные технологии помогают в обучении, увидел Рамиль Галиуллин. 5 прожитых лет и 5 выполненных целей. Самый технологичный город республики Иннополис празднует свой первый юбилей. Появившись буквально на голом месте, сегодня он стал IT-столицей страны, первым городом, где начали ездить беспилотники, и появилась 5G, а самое главное, меккой IT-специалистов, как самое новое и комфортное место для их жизни. Чего достиг Иннополис и чего еще предстоит достичь, узнал Рамиль Шайдулин. Режим работы почты сегодня. Спросить у смартфона, как работает почта или во сколько откроется спортзал, для айтишника Ольги Тохтиной так же естественно, как у подруги или знакомого, ведь отвечает ей человеческим языком. Консьерж города бот Инна онлайн 24 часа в сутки. Здесь очень создана среда для нас, можно сказать. Отсюда, наверное, первое место, откуда мне неохота уезжать, охота здесь остаться. Семья айтишников Ольга, Константин и Даниэла переехали в город 3 года назад. Приехали, да так и решили остаться здесь навсегда. Айтишная среда, конечно, очень сильно интересна, и в ней интересно общаться, и люди здесь в основном интеллектуальные и понимают нужды города. Скажи еще 10 лет назад, что когда-то в Татарстане появится город, в котором как дома себя будут чувствовать мировые IT-специалисты, и поверили бы в это, наверное, только мечтатели. Мы поняли, что для нашей страны, где основные все программные обеспечения, там, технологии IT иностранные, это ниша, на которой мы можем работать. В Татарстане опыт возведения огромных городов с нуля был еще с советских времен. Так что всего за 3 года подвиг снова повторили. 3 года назад здесь была просто поляна, чистое поле. А сейчас здесь построен практически целый город. За первый год будущую IT-столицу заселили чуть больше 2500 человек. Но шли годы, а инноваторов становилось все больше. Уже сегодня Иннополис – это 22 многоквартирных дома, 21 таунхаус, детские сады, медцентр, школа, лицей и университет. Это город будущего в городе настоящего. Здесь беспилотное такси, умные дома, а на улице одна из первых в России точек 5G. Город Иннополис уже сегодня является самым инновационным городом страны. Президентом поставлена задача по инновационному развитию города, потому что город – это не только экономический инструмент привлечения IT-индустрии, но и инновации, конечно, в создании уникальных условий проживания наших жителей. Буквально на днях в Иннополисе откроется 2-я очередь нового городского парка. И вот чем удивит место общественного отдыха самого инновационного города. Посмотрите, здесь будут клумбы, в которых жители смогут сажать овощи.
Так, на просьбы жителей отреагировали местные власти. Отличие мэрии этого города от других: с населением общаются в обычных мессенджерах. Попросили, нужен бы еще концертный зал. Сказано, сделано, начали строить. Досугово-образовательный центр города Иннополис. Рабочее название «Культурный центр», но он будет выполнять функции и образовательные, и развлекательные. Но какая IT-столица без IT-компаний? Вот пример одной из них, которая буквально выросла в городе. Вячеслав Лукин окончил университет, потом запустил стартап. Теперь его технологии видеоаналитики вышли на американский рынок. Network Optics – это американская компания. Для них мы сделали решение по автоматическому обнаружению ДТП на перекрестке. Главный технопарк уже заполнен на 97%. Скоро резиденты начнут базироваться уже и в новом здании по соседству. Сверкающий пятиэтажный новый технопарк откроют в конце этого года. Технопарк площадью более 30 тысяч квадратных метров. Планируем разместить порядка 60 компаний различного уровня, различного масштаба. Это и стартапы, и резиденты, и партнеры различные. К своему пятилетию Иннополис подошел со 115 компаниями-резидентами и почти 5000 работающих здесь ежедневно. Свой первый юбилей они хотят отметить с размахом, проведя диджитал-вечеринку. Она пройдет онлайн, ведь кто, как не они, сделают это на высшем уровне. Рамиль Шайдуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Иннополис. IT-технологии и скоростной интернет дойдут до каждого села. По республиканскому проекту все сельские школы обеспечат высокоскоростной связью. Она сейчас как никогда востребована. Последнюю четверть в этом учебном году все школьники и учителя закончили в дистанционном режиме. Это первый подобный опыт, который вскрыл проблемные стороны. Во многих школах не хватает интернета, а где-то его и вовсе нет. Когда появится 100 мегабит в деревнях, узнала Филюза Хамидуллина. Иногда приходится несколько раз подключаться, а иногда быстро подключается. Отправить отчеты и заявки на конкурс, и в отпуске Роза Давлетшина не сидит без дела. Говорит, в день вот так несколько раз приходится перезагружать страницу. Если был хороший интернет, то и качество образования, наверное, улучшилось бы. Потому что, когда ведем уроки, интернет вылетает, как говорят, да? И опять приходится ждать сколько-то. На всю школу у нас 2 точки Wi-Fi. В школе роутер установили еще в 2011 году. И с тех пор ни разу не меняли и скорость не увеличивали. Низкоскоростной интернет, это было как бы проблемой для всех школ, можно сказать, для всех сельских школ. Нам нужен был, конечно, высокоскоростной интернет. И он будет. Сегодня в селе начали устанавливать опоры для оптоволокна. Благодаря высокоцифровой связи скорость интернета увеличится до 100 мегабит. Здесь у нас где вышка стоит АТС. От этого АТС, основного узла связи, прокладывается оптический кабель до школы. Уже через неделю в этой школе будет скоростной интернет, обещают инженеры. В этом году Министерство образования и цифрового развития вместе с Таттелекомом запустили масштабную программу по обеспечению интернетом все сельские школы. Таким образом, 1 сентября мы будем, похоже, первым регионом, в котором все образовательные учреждения имеют широкополосной интернет. Мамадышский, Черемшанский, Альметьевский, Кукмарский, Арские районы в лидерах по количеству школ без интернета. Дистанционное образование показало слабые места в плане интернета или его отсутствие в целом. До конца 2020 года 1081 школа. Абсолютно в этих школах будет хороший интернет по технологии ВОЛС. Считаем, что это хороший подарок со стороны президента в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Это первый такой масштабный проект в республике. В этом году свыше 1000 городских и сельских школ получат высокоскоростной интернет. На очереди колледжи и техникумы. Филюза Хамидуллина, Эрик Хабибуллин, ТНВ, Альметьевский район. Как идти в ногу со временем не только в школах, но и университетах, говорили сегодня в Казанском федеральном университете. Здесь завершился международный форум педагогов, собравший почти 30 тысяч преподавателей со всего мира. Говорили, как проявить интерес к обучению в условиях пандемии. Для этого на помощь придут 3D-очки и VR-шлемы. Рамиль Галиуллин о том, как виртуальное образование становится реальностью. Все они находились в одной комнате, их аватары, но физически они находились в разных местах. Нажатие на кнопку, и вот она, виртуальная реальность. Провести онлайн-конференцию или занятие, находясь в километрах друг от друга. Это уже не фантастика, а вполне красочная реальность. Надевая очки, каждый пользователь оказывается вот в такой виртуальной комнате. Ее создают в специальном приложении. Это своего рода зал ожидания. Здесь с помощью пульта можно выбрать
нужную игру или специальный обучающий материал. Погрузиться в процесс изучения предметов с головой теперь выражение не фигуральное. В ближайшие 5 лет виртуальная реальность должна прийти в каждую российскую школу и университет, говорят в КФУ. Пока нет хорошего программного обеспечения. Пока мы можем рассматривать как элемент графикации, то есть это могут, например, место преступления для юристов. То есть они одевают, и они попадают в это место преступления. Это может быть анатомия человека. Во время пандемии преподаватели вузов покоряют все новые онлайн-платформы. В Казанском федеральном университете технологии будущего изучают на базе педагогического центра. Задача – подготовить учителей нового поколения. Дистанционная форма обучения может потребоваться в любое время. Это не только эпидемия, это не только чрезвычайные ситуации. У нас достаточно много больных детей. В эпоху электронного образования важно сократить разрыв между цифровым поколением детей в школе и аналоговым поколением учителей. Об этом говорили на Международном форуме для педагогов КФУ. В этом году из-за коронавируса он впервые прошел в онлайн-формате. Главное преимущество, которое как проблемы выявилось в эти дни, это отсутствие в стране единой, наверное, базы, платформы для трансляции дистанционного образования. Представьте, как работает сегодня вирус COVID-19, мало, наверное, кто знает, да? А если в виртуальном мире все это можно представить, смоделировать, и тогда приходит большее понимание, каким образом все эти вещи работают сегодня. Как ни крути, очные лекции все равно ничем не заменить, говорят преподаватели. Международный форум собираются провести и на следующий год, вот только уже в офлайн-формате. Рамиль Галиуллин, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. У них тоже почти все дистанционно. Столы не ближе, чем на 1,5 метра друг от друга, а весь персонал работает исключительно в масках и перчатках. Это только часть рекомендаций Роспотребнадзора для кафе и ресторанов с открытыми террасами и верандами. Напомним, согласно постановлению правительства республики, они начнут работать уже к концу недели. Станет ли это глотком воздуха для ресторанного бизнеса и что по-прежнему запрещено, расскажет Сергей Хайдаров. Поджаристая курочка, испеченная картошечка, традиционный узбекский плов. Если раньше блюда в этом кафе казанцы могли только заказать к себе домой, то с этого дня можно пообедать здесь, на веранде. Чай попить на улице, это очень хорошо, погода позволяет. Но это намного лучше, нежели вообще запрещают есть в кафе. Для того, чтобы перейти на такой уличный формат, перемыли здесь буквально все, говорят сотрудники кафе. Рассадку они распределили так, чтобы гости находились как можно дальше друг от друга. Поставили знак, что запрещено сидеть, а вот здесь можно. Что можно и чего нельзя, посещая кафе и рестораны с открытыми террасами и верандами, уже пояснили в Роспотребнадзоре. У всех сотрудников будут проверять температуру, работают они только в масках и перчатках, столы не ближе 1,5 метра друг от друга, запрещено использовать посуду со сколами и трещинами, а мыть грязную можно только в посудомойках с дезинфицирующим средством и при максимальной температуре воды. При входе гость может обработать руки, то есть все это электрическое, то есть ни к чему прикасаться не нужно. В этом ресторане с открытой террасы уже все готово, чтобы принимать посетителей. Столы периодически дезинфицируют, соблюдена дистанция, а официанты будут принимать заказы, не контактируя с гостем. Мы предлагаем нашим гостям цифровое электронное меню. В уборную гости обязаны надеть также средства защиты, маску и перчатки. Наверное, как-то вот так многие из нас в шутку представляют свой первый поход в ресторан этим летом. По крайней мере, подобные ролики все чаще в последнее время разлетаются по сети. Но сотрудники ресторанов нас успокаивают и говорят, что за столом сидеть в маске будет не обязательно. Самое главное, что было не больше 2 человек. Исключение только для семей. Сфера общепита, да и сервиса в целом, пожалуй, одна из наиболее пострадавших из-за коронавируса. Открытие летних веранд и террас, хоть и не полное спасение, но глоток свежего воздуха для бизнеса, говорит председатель Ассоциации рестораторов и ательеров республики. Мы очень благодарны, что руководство республики и руководство города приняло такое решение. Для нас это хороший шаг. Я не хочу сказать, что он решит все наши текущие проблемы финансовые. Проблем очень много, но в данный момент это какой-то дополнительный шаг для того, чтобы чуть-чуть улучшить ситуацию, которая сложилась в наших предприятиях. Гостей в ресторанах города ждут уже 11 июня. Правда, брони нет, все только по факту. Это еще одна рекомендация от Роспотребнадзора. Сергей Хайдаров, Рамзиль Гарипов, ТНВ «Казань». На что бизнес жалуется прокурору Татарстана и что, кроме пандемии, могло спровоцировать 5-кратный рост безработицы в Татарстане. Читайте в интернет-газете «Реальное время».
Работа кафе возможна лишь при соблюдении всеми и всех мер безопасности. Послабления могут отменить в любой момент, как это уже сделали в Башкортостане. Там глава Радий Хабиров остановил смягчение ограничений из-за роста заболеваемости. В Татарстане сейчас 7-й Казанской горбольнице развернут самый крупный госпиталь для коронавирусных больных. Он рассчитан на 440 коек, и в настоящий момент все они заняты. Медицинский персонал по-прежнему практически живет в стенах больницы. Там трудится 355 сотрудников. Одномоментно в госпитале находятся более 100 человек медперсонала. Как работают врачи в условиях пандемии? Журналисты программы «7 дней» побывали в красной зоне 7-й горбольницы, чтобы показать, насколько сегодня высока угроза заражения. Смотрите специальный репортаж в воскресенье в 19:00 на ТНВ. Это очень страшно. Все реанимационные койки заняты. Я говорю, сейчас надо быть бдительным, как никогда. Именно сегодня, именно сейчас. Я считаю, как эпидемиолог, если ты носишь маску, меняешь правильно каждые 2 часа, перчатки носишь, да, что очень важно, очень актуально именно сегодня, именно в июне месяце. Мы не понаслышке видим, что сейчас происходит. Тогда риск минимален, но он есть. И вот статистика за последние сутки. 54 новых случая коронавируса выявлено в Татарстане. Один из них завозной, остальные контактные. 12 человек госпитализированы, 48 получают лечение на дому. Самое большое число заболевших в Казани – это 35 человек, в Набережных Челнах – 10. Выздоровели за день 35 человек. Итого на 9 июня в Татарстане зарегистрировано 3665 случаев COVID-19. Всего по стране за минувшие сутки диагноз коронавирус поставили 8,5 тысячам пациентов. Наряду с коронавирусом в больницах продолжаются и плановые осмотры, и экстренные операции. Так в Татарстане стартовал пилотный проект по внедрению дистанционного обслуживания пациентов, в частности, измерения свертываемости крови. Это будут делать с помощью специальных портативных модулей «Портовитокоагуляция». Компания стала инициатором проекта, который позволяет делать тест вне клиники. Сейчас пациенты, которых прооперировали и выписали домой, смогут не приезжать в больницу. Несколько приборов сегодня передали 7-й городской больнице. Первое – это портативный коагулометр. Он призван измерять значение свертываемости крови, который известен как показатель МНО. А второй прибор, который используется, это мобильный планшет, который позволяет в режиме реального времени через интернет вводить данные в систему. Во-первых, это безболезненно, то есть анализ берет только из пальчика, не надо колоть вену. Во-вторых, результат мы получаем сразу, и более достоверный результат получается. То есть это очень для нас важно. Сегодня же такой дистанционный тест сделали казанцу, перенесшему операцию на сердце. Мужчина должен проверять свою кровь на свертываемость, но в условиях пандемии не рискует ходить в больницу. Врачи провели тест дома. Вы смотрите новости Татарстана. И вот о чем далее. Сделать выбор, не выходя из дома. Чтобы они только смогли через дверь передать в запакованном пакете. О формах голосования по поправкам в Конституцию страны расскажет Салават Мухаммадвалян. Концерт во дворе, танцевальный марафон и граффити на фасаде. Много творческих моментов, очень много творческих сюрпризов готовит творческая молодежь республики. Праздничную афишу Дня России представит Вероника Гайнудинова. В торговле, экономике и культуре Татарстан и Республика Алтай подписали соглашение о сотрудничестве. Встреча Рустама Минниханова и главы Республики Алтай Олега Харахордина прошла в ходе первого после смягчения ограничительных мер визита Рустама Минниханова в другой регион. Детали у Рамиля Шайдуллина. Похожий язык и национальные костюмы у Татарстана и Алтая больше общего, чем кажется. Республики много лет сотрудничают и ставят общие цели – развивать экономику, промышленность, туризм. Глава Республики Алтай Олег Харахордин показывает Рустаму Минниханову одно из самых живописных мест Горно-Алтайска – парк «Гора Тугая». Большое спасибо, уважаемый Олег Леонидович, уважаемые коллеги. Искренне благодарен за гостеприимство. Спасибо большое, что приехали. Для Рустама Минниханова это первое посещение другого региона после смягчения ограничительных мер в Алтай как к давнему партнеру сотрудничеству годы. Республика Татарстан поставляет в ваш регион
порядка 450 миллионов рублей. Но, к сожалению, вот такой статистики у нас нет. Анвар там что-то нам приводит с Алтая. Нам надо, конечно же, расширить наши торгово-экономические контакты. Здесь много того, что нам не хватает, много того, что вам нужно. Татарстан может поставлять на Алтай шины, продукцию автомобилестроения, лекарства и медоборудование, бытовую химию и товары народного потребления. Алтай, в свою очередь, богат целебными травами. Регионы подписали соглашение, согласно которому работа усилится в экономике, сельском хозяйстве, культуре, образовании, спорте и здравоохранении. Здесь же обсудили и развитие животного мира. Благодаря уникальной горной природе Алтай может стать домом символа Татарстана – снежного барса. Рустам Минниханов предложил разводить ирбисов в республике, а выпускать на волю уже на Алтае. Елена Веселова, Рамиль Шайдуллин, ТНВ, Республика Алтай. Бесконтактное голосование. Как это? Сегодня рассказали в Центре избиркоме республики. Напомним, по всей стране с 25 июня по 1 июля пройдет общероссийское голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию. Сделать выбор можно будет, не приходя на избирательный участок. Для этого нужно написать заявление на портале Госуслуг. Как будет проходить голосование на дому, инструкция у Салавата Мухаммадуллина. Сделать выбор, не выходя из дома. Такая возможность будет у каждого во время голосования по поправкам в Конституцию страны. Члены территориальных и участковых комиссий придут прямо к порогу. Но переступать его никто не будет. Члены комиссии передадут комплект для голосования в герметичном пакете. Избиратель закрывает дверь, заполняет бюллетень, расписывается в заявлении о его получении и возвращает комплект. Однозначно бесконтактное голосование. То есть это одноразовый халат, это специальный защитный шлем. Да? Это специально, чтобы защитить не только членов участковой комиссии, но и наших дорогих избирателей, чтобы они только смогли через дверь передать в запакованном пакете. Он будет стерильный запакованный пакет. Чтобы проголосовать из дома до 21 июня, нужно подать заявление на портале Госуслуг или с 16 июня до 17 часов 1 июля сделать это в участковой избирательной комиссии по прописке. При этом не отменяется и традиционный способ заполнения бюллетеней на участке. Конечно, хотела бы пойти, но просто я еще не прочитала, я не ознакомилась, не знаю. Поэтому нужно ознакомиться, узнать. Да, я пойду. Почему? Ну, потому что это важно сейчас для России. Постараюсь, конечно, пойти, потому что поправки, они важны. Все-таки это наша страна. Поэтому я считаю, что нужно идти. Чтобы проголосовать из дома или на своем избирательном участке, у россиян будет целая неделя с 25 июня по 1 июля. Салават Мухаммадуллин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Между тем, спешим голосовать за Казань, столица республики. Кандидат на получение звания «Город трудовой доблести». Его присваивают за вклад в годы войны. Казань в 40-е стала одним из важных тыловых центров страны. 139 промышленных предприятий работали на нужды фронта. Инициативу присвоения звания поддержал президент Рустам Минниханов. Проголосовать может каждый. Сделать это можно на сайте za.kzn.ru. Нужно всего лишь зайти на сайт и нажать «Поддержать». Концерт во дворе, танцевальный марафон, гимн во всем доме. День России в этом году пройдет без массовых мероприятий, но менее красочным и интересным от этого праздник не будет. Что интересного можно будет увидеть, расскажет Вероника Гайнудинова. День России в прошлом году отметили с размахом. Впервые сразу на 12 площадках. В этом году из-за пандемии массовых мероприятий не будет. Но праздничной атмосфере быть. День начнется здесь, на Баумана, с раздачи ленточек триколора. Кроме этого, их можно будет получить в магазинах, аптеках, АЗС и крупных предприятиях. Здесь, на Баумана, можно будет и оставить свое поздравление России с днем рождения. Как в День Победы, в определенное время можно будет всем домом исполнить гимн России или присоединиться к флешмобу «Флаги России» и разместить на окна и балконы триколор. Вероник, что это за шум? 12 июня удивляться не стоит, если услышите громкую музыку у себя во дворе. Возможно, именно вашим выступят творческие коллективы.
Правда, смотреть лучше с окон или балконов своих домов. Но если вы все-таки захотите выйти, то только в масках и перчатках. Стрит-арт, флешмобы и музыкальные марафоны. Свою программу готовит творческая молодежь. Будет организован танцевальный флешмоб, где будут исполнены народные танцы на красотах города Казани. Ну и также любой желающий в республике может собственными руками испечь пирог и разукрасить его, написать, как он любит Россию, либо разукрасить его в триколор. В День России Казань присоединится к граффити-акции «Моя Россия». В 5 городах страны к 12 июня готовят портреты на фасадах дома известных деятелей искусства. В Казани сейчас молодежь создает мурал с изображением Габдуллы Тукая. Большинство мероприятий пройдет онлайн. Их можно будет найти по хэштегам «Мы Россия» и «Мы вместе». Так, например, на сайте «Гражданский экзамен РФ» появится онлайн-тест об исторических достижениях страны. А школьники в сообществе «Большая перемена» смогут отправиться в онлайн-путешествие по самым необыкновенным достопримечательностям страны. Вероника Гайнудинова, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань. Пока на этом все. Далее о погоде. Всего вам доброго. Берегите себя. Дуслар, барыгызны да ТССРның 100 еллыгына багышланган марафонда катнашырга чакырабыз. Үз Instagram аккаунтыгызга «Шаян ТССР 100» хэштегын куеп, республикабызга багышлап шигырь яки җыр башкарган видеогызны урнаштырыгыз. Иң яхшыларны безнең Instagramда һәм Шаян ТВ каналында күрсәтәчәкбез. Автоцентр «Марка» снижает цены, чтобы вы не снижали скорость. Весь июнь Datsun от 387 900 рублей. Подарки каждому. Звоните 4 пятерки, 3 семерки. Внимание! В аптеках Фармленд феноменальный кэшбэк 10% на все покупки от 500 рублей. Скидки сохраняются. Приходи, покупай, экономь с Фармлендом. Фабрика ПРО Антикризис. Бесплатная программа для предпринимателей от Министерства экономики Республики Татарстан. Адаптируйте бизнес к новым условиям. Регистрируйтесь на bizfabrika.ru. Откукукала! Ухожу в телеотпуск на 3 года! За 0 рублей тебе доступны главные телеканалы страны, которые зрители по всей России смотрят в первую очередь. Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай! Коллеги, друзья и домочадцы, айда на шашлыки с базой оптовых цен «Находка». Шашлык из свинины и колбаски для гриля «Чикен» по 199,99 за 1 килограмм. Уголь 3 килограмма 99,99. Да-да, и это не шутка. Бежим скорее, пока все не разобрали. Акция действует весь июнь. Подробности у продавцов. Цены в рублях. Кондиционеры от Вестклимат. Акция. Рассрочка. Гарантия 5 лет. Установка на следующий день. 260 25 65. КПК «Агрорусь». Здесь ваши сбережения растут. По счетам до 9,9% годовых. Можно все проценты сразу. 550-82. Меня зовут Илона Броневицкая. Многие знают меня как представителя известной в нашей стране творческой династии, но еще одним очень важным делом в моей жизни стала работа с теми из братьев наших меньших, кто остался, увы, без своего хозяина. И я, и многие мои коллеги понимают, как важна та поправка в Конституции, которая говорит о формировании ответственного отношения к животным. Здравствуйте! О погоде на 10 июня после небольшой информации. Компания «Данил Мастер» работает в прежнем режиме с соблюдением всех правил безопасности. Не откладывайте заказ и радуйтесь своей новой кухне или шкафу-купе уже сейчас. Звоните 2-167-166. «Данил Мастер» с заботой о вас. По данным сервиса Яндекс.Погода, в среду на юго-востоке в Бугульме, Бавлах, Азнакаево вновь ожидаются дожди, местами сильные. На несколько градусов станет прохладнее. В Нижнекамске, Набережных Челнах и Елабуге небо затянет облаками. Синоптики обещают дожди, местами грозы. Температура остается повышенной, плюс 25. На севере Татарстана, в Агрызе, в Менделеевске, Актаныше теплая погода сохранится, но будет дождливо. Около 26 градусов выше нуля. На северо-западе
юго-западе, в Арске, в Кукмаре, Балтаси снова будет пасмурно и дождливо, но лето есть лето, будет тепло, плюс 24. И в Болгаре, в Буинске, Држаном ожидается дождливая погода, местами пройдут ливневые дожди. Станет чуть прохладнее, плюс 21. В центральных районах республики, в Чистополе, в Альметьевске, Мамадыше прольются дожди, местами ливни и грозы. Сохранится очень теплая погода. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост» – лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. Пациентов с жалобами на боль в спине часто направляют к хирургу. Мне уже удаляли грыжу позвоночника, и снова все повторяется. Направляют на операцию. Что делать? В медцентре «Доктор Ост» уникальный робот помогает вернуть искривленный позвоночник в норму. Грыжа начинает самостоятельно втягиваться на место, освобождая пережатые нерв и сосуды. Боль уходит, возвращается легкость движений. В среду в Казани переменная облачность, пройдут дожди разной интенсивности. Ночью плюс 15, дневная температура плюс 22. Ветер юго-восточный, умеренный до сильного. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха составит 73%. В магнитном поле Земли без заметных возмущений. На этом все. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.